За последние сутки по республике произошли 15 дорожно-транспортных происшествий. Ряд ДТП связан с пьяной ездой. Например, сегодня утром в Якутске нетрезвый водитель врезался в маршрутный автобус. Репортаж Виталия Абрамова. Случай произошел возле духовной семинарии. Королла Филдер под управлением невменяемого от алкоголя водителя занесло, развернула на 180 градусов и вынесла на встречную полосу движения, где она впечаталась в маршрутный пазик. Ее вот где-то вот возле столба метров, наверное, 50. Ее раскрутило и понесло в мою сторону. Я только что успел сделать, только остановиться. Почти полностью остановился. И вот он мне как хлестанул в задней части. Вот и все. В момент аварии в салоне автобуса находилось около 15 пассажиров. В Филдере супруга нетрезвого водителя, которая также была под шофе. Причину ДТП молодой человек пояснил тем, что уснул за рулем. Сам водитель, его супруга, а также один из пассажиров маршрутного автобуса получили незначительные травмы. В отношении нарушителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Госавтоинспекция просит граждан оказывать содействие в борьбе с нетрезвыми нарушителями и незамедлительно сообщать о пьяных водителях за рулем. Кроме того, инспекторы предупреждают граждан быть предельно осторожными при движении в условиях тумана. Только за последние сутки на дорогах столицы произошло больше 10 ДТП, в которых недостаточная видимость так или иначе сыграла свою роль. Если вы все-таки стали участником ДТП, вы обязаны включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Будьте особо внимательны при приближении к пешеходным переходам. Пешим участникам также следует придерживаться правил дорожного движения. А водителям, охотникам, особенно тем, кто планирует поездки на дальние расстояния, необходимо обратить внимание на техническое состояние своего автомобиля, а также верхнюю одежду. Но все же от форс-мажоров никто не застрахован. Самый опытный дальнобойщик всегда за своим сиденьем всегда имеет валенки. И это ему очень сильно помогает. Также в бардачке в обязательном порядке должны лежать спички или зажигалка. На случай, если машина заглохла и завести ее нет возможности. Мы можем использовать находящееся в машине топливо, вне всякого сомнения. Можем использовать масло. На самый крайний случай, конечно, можно сжечь, сначала хотя бы запаску. Не стоит сразу откручивать, ведущие колеса, и повреждать их. Можно начать с запаски. Тем более, что это может не только дать тепло, но и черный дым, который зимой очень-очень хорошо видно. Если помощи нет и вы недалеко от населенного пункта, лучше дойти до него пешком. Для водителя существует неписанный закон. В дороге каждый должен помочь попавшему в беду. И этот закон, как никогда, актуален в это время года. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.